a Forever születésnapom. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что действительно я сейчас буду праздновать свой день рождения Forever. Október 30-án léptem be. 30 октября я подключилась к бизнесу Forever. Akkor írtam alá regisztrációs lapot. Именно в тот день я подписала регистрационный бланк. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy veled ünnepelhetek. Поэтому я невероятно счастлива, что я могу вместе с вами отпраздновать этот день рождения. Szeretném megköszönni Я бы хотела поблагодарить Berkics Miklósnak, Беркич Миклоша, Gidófalvi házaspárnak, Katikának és Attilának, супружескую пару Гидо Фалви, Атилу и Котику, hogy itt lehetek ezen a színpadon, за то, что могу быть здесь, на этой сцене, és részt vehetek a rendezvényen. и имею возможность принимать участие на этом мероприятии. Az ünnepekre visszatérve, Возвращаясь к праздникам, én nagyon boldog vagyok, amikor születésnapom van és névnapom van, я очень счастлива, когда у меня мой день рождения или когда День Ангела, mert akkor a Berkics Miki megérkezik hozzám egy óriási nagy virágcsokorra. потому что в эти дни всегда приезжает ко мне Беркич Миклош с огромным букетом цветов. És az a legnagyobb extra, И самое большое плюс или экстра в этом всем, hogy olyankor van konzultációs időpontom is. что в эти моменты у меня еще и возникает дополнительная возможность консультационных минут. Én nagyon szeretek időt tölteni a Mikivel, Я очень люблю проводить совместное время с Мики. rengeteget tanulok, fejlődök mellette, Я очень многому учусь, развиваюсь у него. de a 27 év nem volt mindig fellegekben járós. Но 27 лет в этом бизнесе не были всегда такими безоблачными. Voltak fönt, Было, когда были és вверху, voltak lenti időszakok is. были подъемы, были спады. És ha te most vagy itt először, И если ты впервые сейчас здесь, szeretnélek erre felkészíteni. я бы хотела тебя подготовить к этому. Imádni fogod a fenti időszakokat, Ты будешь обожать, когда ты будешь вверху, és túl fogod élni a lenti időszakokat. но ты также переживешь и спады. Mindig az vigasztaljon, hogy lentről csak fölfelé vezet az út. И pускай тебя всегда успокаивает понимание того, что из низа можно только подняться вверх. És az ilyen rendezvények hoznak ki ezekből a lenti időszakokból. И именно благодаря таким мероприятиям мы воспеваем из таких низов, из того, когда мы на дне. Mit ad egy ilyen rendezvény? Что нам дает такая встреча? Vagy bármilyen rendezvény? Или любое другое мероприятие? Elsőként valahová tartozás. Ну, во-первых, принадлежность к какому-то кругу людей. Nekem ez volt a legfontosabb. Для меня лично это было самое важное. Nagyon éreztem azt, hogy egyedül vagyok, és abból a mókuskerékből valamilyen úton, módon szeretnék kijutni. Я всегда очень чувствовала, что я одна, и я хотела выпрыгнуть из этого колеса, Dolgoztam egészséges csecsemő és gyermekgondozónőként, которым я себя чувствовала как белка, да. Я работала и медсестрой, и также врачом-педиатром. voltam ápolónő betegágy mellett, Я также была и медсестрой, ухаживая за больными, которые были парализованы. és mindig azt éreztem, hogy nem vagyok jó helyen. Но я всегда почему-то чувствовала, что я не нахожусь в хорошем месте, это не мое место. Ráadásul nem is születtem arisztokrata családba. И при этом всем мне не повезло родиться в аристократической семье. Nem voltak gazdagok a szüleim, Мои родители не были богатыми. de nálam valami megpattant, amikor láttam, hogy az, amit ők csinálnak, számomra nem megfelelő. Но в моей голове, тем не менее, всегда было понимание того, что то, что они делают, то, чем они занимаются, для меня неподходящее. Többet akartam, több időt akartam a családommal tölteni. И я хотела большего, я больше времени хотела проводить с семьей. Több lehetőséget is megnéztem és kerestem. Я рассмотрела много разных возможностей. Aztán rájöttem, hogy egy utam van, И в итоге я поняла, что у меня есть один путь. a Forever. Это Forever. Élveztem minden egyes pillanatát a lentnek és a föntnek is. И я наслаждалась абсолютно каждым моментом в этом бизнесе. И тогда, когда я была на дне, и тогда, когда я воспевала вверх.
Attila itt beszélt arról a vezetői találkozón, hogy vannak emberek, akik eltűnnek a csoportból. На лидерской встрече Атила рассказывала о том, что есть такие люди, которые пропадают в группах, из групп. Egy dolgot megfogadtam, nem akarok ezek közé, az emberek közé tartozni. Я приняла для себя сразу же решение, что я никогда не хочу быть одной из этих людей, которые пропадают. Nem akartam, hogy ujjal mutogassanak rám, hogy na, látod, neki se sikerül. Я не хотела, чтобы на меня показывали пальцем и говорили, вот видишь, у нее тоже не получилось. Példát akartam mutatni a lányomnak. Я хотела быть примером для своей дочери. 10 éves volt, amikor elkezdtem a Forever. Ей было 10 лет, когда начала строить Forever. És az a gondolkodásmód, amit megtanulhatunk itt, И вот именно тот образ мышления, который мы можем здесь освоить, önkéntelenül is ragad a gyerekekre. само собой передается и нашим детям. 10 évesen önfejlesztő könyveket olvasott. В 10-летнем возрасте она уже читала книги по развитию личности. Fontos volt számára a személyiségfejlődés. Для нее было важно также развиваться личностно. És talán Attilától hallottam valamikor egy előadásában, И, возможно, я это услышала однажды в выступлении Атилы, hogy pontosan annyi pénzed van, amennyit a személyiséged elbír. что у тебя ровно столько денег, с которыми справляется, суммой которых справляется твоя личность. De ennek a személyiségnek változnia kell. Но эта личность должна меняться. Nem szerettem beszélni, Я не любила выступать, nem is tudtam. да и не умела. Ápolónőként nem sokat kell beszélni. Будучи медсестрой и санитаркой, не очень нужно много говорить. Főleg a bealtatott betegeknek. И особенно с теми пациентами, которые постоянно под наркозом. De valahogy megtanultam. Но каким-то образом я этому научилась. Treníroztam magam. Я тренировалась, Dolgoztam magamon. я работала над собой. Igaz, hogy remegett a lábam, Да, это факт, что у меня тряслись коленки. most is izgulok, Я и сейчас переживаю, и сейчас волнуюсь. de most azért izgulok, hogy olyan dolgot mondhassak, amivel te haza tudsz menni. Ha csak tőlem van az az egy mondatod, akkor én már boldog vagyok. Но сейчас я волнуюсь из-за ответственности и того, чтобы дать тебе именно те слова, те фразы, такое обучение, что если ты услышишь среди моего обучения, выступления свою фразу, и с этой фразой ты уедешь домой, я от этого уже счастлива. Szóval van nekem egy mentorom, Одним словом, у меня есть мой ментор, a Berkics Miklós. это Беркич Миклош. Ezek a konzultációk, ezek inkább életérzések átadása. И эти консультации на самом деле являются передачей жизненной энергии, жизненных сил. Tudom a munkát, Я знаю, как делать работу. tudom a 9 üzletépítő irányelvet. Я прекрасно знаю, какие эти 9 основных принципов построения Csak бизнеса. lehet, hogy néha nem csinálom meg. Единственное, что возможно, порой я не все их выполняю. De a Mikivel való beszélgetéseim Но мое общение с Мики mindig rádöbbent arra, всегда дают мне понимание того, hogy több lehetek, mint ami most vagyok. что я могу быть больше, чем я есть сейчас. Miki beszél a házáról, Мики рассказывает о своем az доме, autóiról, о своих машинах. megtervezzük, hogy majd egyszer-egyszer beleülök én is, Мы планируем, когда я иногда тоже буду в этой машине сидеть. és ez nekem megfelelő motivációt ad. И это мне дает подходящую мотивацию. Motivációt ad arra, hogy kövessem őt. Дает мне мотивацию для того, чтобы следовать за ним. Mert amikor őt figyelem, és nem oldalra nézek, és nem másokra teszem a figyelmemet, Потому что когда я наблюдаю за ним, когда я сфокусированно за ним следую, не просто распространяю свое зрение налево-направо, jobban van kedvem dolgozni. Я больше имею желание работать. Hogy megyek el egy ilyen konzultációra? Каким образом я иду на такую консультацию? Felkészülve. Подготовленной. Ő mindig helyre tudja tenni a lelkemet. Он всегда знает, как упорядочить мое душевное состояние. Van olyan, hogy sírok. Бывает, когда я плачу, Van olyan, hogy nevetünk. бывает, когда мы смеемся. Mint ahogy ezen a szemináriumon is ezt fogod megélni. Точно так же, как ты это узнаешь и прочувствуешь на этом семинаре.
Katika mindig mellém szokott állni a végén a záróakkordnál, Котика всегда обычно стоит рядом со мной в финале, ráteszi a hátamra a kezét, кладет свою руку мне на és én спину, már zokogok. и я уже начинаю реветь. Olyan energiák vannak itt, Потому что и здесь работают такие энергии. úgy föl tudunk töltődni, Мы настолько умеем зарядиться, ami tart körülbelül egy hónapig. чего примерно хватает на месяц. És aztán mi történik? А что происходит потом? Újra kellene valami akkumulátor? Снова нужно подключить какой-то аккумулятор. Nekem a lehető legnehezebb volt az, hogy belső motivációkat találjak. Труднее всего для меня было найти внутреннюю мотивацию. A külső inspirációk Внешнее вдохновление volt, amikor elértek hozzám, de volt, amikor nem. бывало, когда попадали мне в цель, а бывало, когда нет. De lelkemből mindig tudtam, hogy ez az üzlet az enyém. Но в душе я всегда четко знала, что этот бизнес мой бизнес. És amikor elfáradtam, И когда я уставала, akkor vagy elmentem a családommal feltöltődni, тогда либо я уезжала с семьей, чтобы подзарядиться, vagy hanganyagot hallgattam, либо слушала аудиоматериалы, vagy célokat tűztem ki, либо ставила перед собой цели, vagy egy szemináriumon vettem részt. либо посещала семинар. És nekem erősségem a jegyzetelés, И моя сила в том, что я все конспектирую, és soha nem azt írom le, amit mondatot kapok, hanem azt, amilyen érzést kivált belőlem. и я никогда не записываю буквально ту фразу, которую я услышала. Вместо этого я всегда записываю те эмоции и чувства, которые я получаю или которые во мне возникают, услышав ту или иную фразу. És ezek az érzések örökké bennem maradnak. И эти чувства остаются со мной навсегда. Nagyon szeretek olvasni. Я очень люблю читать. Gyerekként olvasási nehézséggel küzdöttem. Будучи ребенком, я страдала от трудностей в чтении. Soha nem tudtam hangosan felolvasni. Я никогда не могла вслух читать. Kevertem a D betűt a B betűvel. Я путала букву D с буквой B. Most már általában ezeket a gyerekeket megbélyegzik. Сейчас уже, как правило, на этих детей вешают ярлыки. És felmentést kapnak a tanulmányaikban. И иногда их как бы освобождают от некоторых предметов. Én nem kaptam felmentést. У меня не было такого. És meg kellett tanulnom ugyanúgy olvasni, mint a többieknek. Мне пришлось научиться точно так же читать, как и другие дети. Sokat sírtam, Я много плакала. el voltam keseredve azért, mert nem értettem azt, amit olvasok. Я была огорчена из-за того, что я не понимала, о чем я читаю. Volt idő, amikor az anyukám olvasta föl a leckét, hogy valami megmaradjon, mert az megmarad, ha felolvasták. Бывало такое, когда моя мама читала для меня мои уроки или задачи, которые необходимо было выполнить, потому что так мое восприятие работало лучше. Ma már élvezem az olvasást. Сегодня я уже наслаждаюсь чтением. Havi 1-2 könyvet elolvasok. 1-2 книги в месяц я читаю всегда. Most például egy olyan hölgyről olvasok, aki 103 éves. Сейчас, например, я читаю книгу о такой женщине, которой 103 года. És megosztja az élet bölcsességeit velünk. И в этой книге она делится мудростью своей жизни. Mind a mai napig biciklizik, Она по сегодняшний день катается на велосипеде, sportol. занимается спортом. Számomra egy óriási példa. И для меня является огромным примером. Indiában nőtt fel, Она выросла в Индии, 2-szer volt rákos, дважды пережила раковое заболевание, mind a 2 alkalommal ki tudott belőle jönni, и каждый раз она излечилась. és számomra azért is példa, mert nőként, 5 gyerekes édesanyaként példát mutatott a világnak. И для меня она также является примером, потому что, будучи матерью 5 детей, она всему миру показала образец. Szeretem az élettörténeteket, Я люблю читать об историях, жизненных историях. mint ahogy azokat a videókat is, amit most Attila bevetített. Так же, как и люблю смотреть те видео, которые нам Атила показывает. A munkát azt meg lehet csinálni. Да, работу можно сделать.
az ott a 9 üzletépítő irányelv, ott vannak a kulcsember ismérvei, Перед нами 9 принципов построения бизнеса. Мы знаем все шаги, которые нужно сделать для ключевого человека. Számomra a személyiségfejlődés az a legnehezebb dolog és a leglassabb folyamat. Для меня именно личностное развитие является самым сложным и самым медленным процессом. Akkor, amikor elolvasol egy könyvet, Когда ты прочитаешь книгу, akkor ne várd azt, hogy hopp, megtörténik a változás. не жди, чтобы эти перемены произошли сразу. De az biztos, hogy mélyen benned marad, Но факт, что это остается глубоко в тебе, természetesen, ha értő olvasással olvasol. разумеется, если ты читаешь углубившись в восприятие сознания. És észre sem veszed a változást. И ты даже не будешь замечать эти перемены. Az a nővérke, aki voltam, Та медсестра, которая я некогда была, rengeteget változott, изменилась очень сильно, rengeteget fejlődött, очень крупно развилась, de még mindig nem eleget. но все еще не до достаточной меры. Nekem a szívembe költözött teljesen ez az üzlet. Этот бизнес в моем сердце. Sokszor volt, hogy abba akartam hagyni. Очень часто бывало, что я думала, я хочу сдаться. És valahogy az univerzum mindig üzent. И Вселенная каким-то образом давала мне всегда знаки. Most például egy olyan hölgy keresett meg, akit 27 évvel ezelőtt kerestem meg az üzlettel. Например, буквально недавно одна такая женщина нашла меня, к которой я обращалась с этой возможностью 27 лет тому назад. Azt mondta, most aktuális. И она мне сказала, что для нее именно сейчас актуально. Megkérdeztem tőle, hogy ugye nem akarod, hogy kiszámoljam, hogy mennyi pénzt buktál ezen a döntésen. Я у нее спросила, не желает ли она, и полагаю, что навряд ли она желает, чтобы я ей посчитала, сколько денег она утеряла за эти 27 лет. De rájöttem, hogy az embereket meg kell várni. Но я поняла, что людей нужно подождать. Ha ő maga nem kész rám, Если она не готова для меня, nem kész az üzletre, не готова для бизнеса, akkor eljön az az idő, amikor ki fogja nyitni a tenyerét. тогда это значит, что придет то время, когда она будет готова к этому. De én csak nyitott tenyérbe tudok adni. И когда она протянет тебе свою ладонь, а я могу положить что-то только в открытую протянутую ладонь. Ez az üzlet csak ahhoz érkezik meg, aki megérett erre az üzletre. Этот бизнес приходит только к тому человеку, который созрел для этого бизнеса. És ha most először vagy itt, И если ты сейчас здесь впервые, akkor most érik a lelkedben ez az üzlet. значит, этот бизнес именно сейчас в твоей душе созревает. Engedd magadnak, hogy ez a szeretet beköltözzön hozzád. Позволь себе, чтобы эта любовь поселилась в твоем сердце. Használd a termékeket, Пользуйся продукцией, fordulj bizalommal a mentorodhoz, обращайся с доверием к своему ментору. és én biztos vagyok abban, hogy az itt megjelölt céljaid И я уверена в том, что те цели, которые ты здесь прописал, sorra meg fognak valósulni. они все один за одним будут реализованы и достигнуты. Írj le 100 dolgot, amit szeretnél. Запиши 100 таких вещей, которых ты желаешь, чтобы материализовались. A 20 lassan fog menni, 20 будут медленно utána осуществляться, egy picit felgyorsul, потом немножко ускорится процесс, aztán körülbelül a 70-hez érsz, amikor már vontatott lesz, а потом примерно к 70-му ты подойдешь тогда, когда уже это будет замедляться снова. és a 80. fölött elkezd szárnalni az agyad. Ну а выше 80-го, когда переступишь через порог 80-й цели, ты начнешь уже взлетать. Azt kívánom neked, hogy minden álmod teljesüljön, Я желаю тебе, чтобы твоя каждая мечта осуществилась, hiszen megkapsz hozzá egy óriási eszközt, потому что для их осуществления ты получаешь огромное количество различных инструментов. itt a Forever, Здесь Forever, ami a bodidat teszi rendbe, который поможет твое тело привести в порядок. itt van a szeminárium, a rendezvény, és Attila Katika, Berkics Miki, aki pedig mentálisan segít neked megváltozni. Ну и здесь эти семинары, эти мероприятия и наши менторы, такие как
Мики, Атила и Котика, которые помогут тебе ментально, психологически настроить себя и быть здоровыми ментально. Kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, Я желаю тебе огромного успеха. és a jelenlévő elől-ülő vezetők И лидеры, которые здесь сидят в первых рядах, за первыми столами, mindannyian azért dolgoznak, каждый из них работает ради того, hogy te minél sikeresebb légy. чтобы ты стал как можно успешнее. Legyetek elégedettek ebben a reményüzletben. И становитесь довольными, удовлетворенными в этом бизнесе надежды. Köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Спасибо за то, что я могу быть здесь вместе с вами.